Проверка обоснованности жалоб пациентов на оказание медуслуг. Премьер-министр Ингушетии Константин Суриков с инспекцией посетил республиканскую больницу. Богатство народа. О сохранении и популяризации ингушского языка говорили в республиканском парламенте. Мы готовы встречать врачей из вашей республики и обучать их. Здоровье малышей на разных этапах развития. Расскажем о региональной научно-практической конференции для врачей, акушеров, гинекологов и неонатологов. Я пришел сюда ради того, чтобы защищать свою родину в будущем. С патриотическим девизом «Служить Отечеству» 100 ингушских школьников сегодня вступили в ряды юноармейского движения. Очень счастлив оказаться в этой замечательной республике. Здесь так красиво. Спектакли «Маша и медведь» и «Литл Маус» представлены столичным зрителям актерами Самарского театра кукол. На канале «Ингушетия. Время вечерних новостей». Здравствуйте. Председатель правительства Ингушетии Константин Суриков сегодня принял участие в церемонии вступления Казбека Кокова в должность главы Кабардино-Балкарской республики. Он был исполняющим обязанности руководителя региона с 26 сентября 2018 года. Нового главу избрали депутаты Народного собрания Кабардино-Балкарии из представленных президентом России 3 кандидатур единогласным решением. А уже в рамках инспекционного выезда председатель правительства Ингушетии Константин Суриков проверил качество предоставления медицинских услуг и лекарственного обеспечения жителей республики, проходящих лечение в ИРКБ. Премьер-министр республики осмотрел приемное отделение больницы, операционный блок, травматологический пункт отделения реанимации и кабинет терапии. Кроме того, Константин Суриков осмотрел палаты и подсобные помещения, а также побеседовал с медицинским персоналом и пациентами. Константин Юрьевич подчеркнул, что на сегодняшний день от граждан поступают жалобы относительно системы медобслуживания и лекарственного обеспечения. У нас в республике такого быть не должно. Необходимо сделать все возможное, чтобы жители Ингушетии получали медицинскую помощь высокого уровня и были обеспечены необходимыми медикаментами, отметил председатель правительства. Константин Суриков поставил задачу министру здравоохранения строго следить за качеством работы медорганизации и быть внимательными ко всем обращениям пациентов. К другим темам. На нем основана история и культура ингушей. Как сохранить богатейший родной язык и как повысить его престиж и роль в обществе. Задача непростая, но вполне достижимая всеобщими усилиями. Общенародную задачу сегодня обсуждали на заседании Народного собрания. Законотворцы, языковеды, ученые и преподаватели ингушского языка внесли на рассмотрение свои предложения. Подробности встречи в сюжете Ирины Тичоевой. Недавно среди представителей ингушской национальности провели социологический опрос на знание своего языка. Эксперты были просто удивлены. Ингушским языком в совершенстве владеет только 60% ингушей. Это стало серьезным поводом задуматься. Может, мы теряем свой язык? Нужно принять срочное решение, поднять имидж языка или повысить его востребованность, принять на федеральном или региональном уровне нормативно-правовые акты, которые направлены на сохранение культурного наследия ингушей. Первые шаги уже предприняты. На заседании эксперты Комитета по образованию Народного собрания республики поднимают главный вопрос – как ингушскому языку получить новый импульс развития. Ведь его изучение – гарантия сохранения национальной культуры. Проблема недостаточного изучения ингушского языка, как считают собравшиеся, кроется в том, что ингушские учебники не входят в федеральный перечень рекомендуемой литературы. Нам нужно издать рукопись этих учебников коллегиально, не так, чтобы один автор там был изображен все-таки, кому-то там нужно это на соискание, а чтобы комиссионно, вот так вот, вы как специалисты сели бы и от начала до конца поработали бы не один час, не один день, не одну неделю. И выработали бы какой-то свой вариант учебных пособий, учебников, и отослали бы для получения федерального грифа в Министерство просвещения Российской Федерации.
тогда они уже направят их в какую-то кафедру для экспертизы. Вот такая есть процедура. Вот, если вы это предлагаете, мы это фиксируем, что необходимо создать комиссионно или объявить конкурс в республике на лучшую рукопись учебников по ингушскому языку, по ингушской литературе. Специалисты уверены, в последнее время ингушский язык претерпел некоторые изменения. Многие авторы усложняют элементарные правила. Айшат Картоева, учитель родного языка и литературы с многолетним стажем, не раз сталкивалась с грубыми ошибками в учебниках. Цердош. Но все тут грамотные люди, если перевести на русский язык, у нас там появились малыфу хансен. Кто что, кого чего. Зачем кого чего? Тогда давайте все вопросы падежные поставим, если мы взяли этот вопрос падежного падежа. В глаголе у нас глагол, три времени глагола. Фуду, фудят, фудерт. Здесь в определении фуду, фухул. Фухул яхальги, что происходит? Яхальги, нет, фухул. Ну, фухул, это все происходит, но должно происходить и сегодня тоже, не только когда-то. حرجس يالر أستج جوهرجر بيان بوتش ديك موت خوش قايد موت خوجه نخبر وريسبوبليكي تسي يوقش صعخي شهر الاستيوتي يالر تيت يالر اس خالصة جيز أي يالر إجمبي صار بيخ بات يالر اس وش كاريكتر بات هار ديالدين آخر شا اس بوق توقش باب نخ بات اس تغن ويه ورد حلقة وتيالاتي تغن بوق ومرت تبوق بي أجد حلقة لد تيبوغرافي خليزلي لد نخشي بولش شلغ أمن أدي الخليز ميسيرتي بالها قيتجة إزبول تعشق بوق بولش. وي مطلوب بيزج مدي بوق حبي وقتي حال بين هالشيوع أو سيستم سخيمية سخيم طول حبي بيتفس بول مريم يا هار نيسد типография яцвей, корректор жбацвей, книжка ж арду арвоч, белхош бог беш согласвей. Венте хачан арду уждол, книжки ж шин туам хеттеш те парязду, безн болчу из анцан, муспазя хаш те пар, скят харп отту, безн болчу оттуц, безн болчу дифтонгуш язду, хар из тогр отту. Ингушский язык изучают сегодня во всех школах республики, начиная с 1 по 11 классы. Для каждого класса предусмотрены определенные часы работы. ستسألت أدعو نيان موت ياخر اس إجر حظي نانس حرم بيجبه نيان بقر حدوا غجدول إزدي خوز تسألني كياد مرز ديشاش سابوت بيز ياخر دز بيت إز نيان موت. Учитель родного языка в одной из столичных школ республики Любовь Евкурова уверена, все дело в стереотипах. В ингушском обществе отличительным характером образованного и высокоинтеллигентного человека принято считать хорошее владение русским языком. Если человек преимущественно говорит на ингушском, значит недостаточно грамотен. أنا متشارك وجبير جديد. أنا دابا صغ حي خوج دينو أنا ما تخص عبر جبريجش أدات أس ديش خوج قحيجش زموت بيز جبير جديد. Мусор Келиматов в совершенстве говорит на русском и ингушском языках и не понимает, как может быть иначе для ингуша. أزار بوت شكول بوت غلغمات حار بيرا خادز غلغمات ناخد سبيز زبوت سبوت بحد ملاخت تغبوت تسارس تغبوت راوس школе حباك чхат урок кайтуц قدик. Ингушский язык никогда не потеряет свою актуальность всегда, когда будут люди, которые ценят и любят свою культуру, дорожат своей нацией и ее богатой историей. Лина Сычуева, Майрбек Миржоев. Новости 24.
А в Республиканском клиническом перинатальном центре сегодня состоялась региональная научно-практическая конференция для врачей, акушеров, гинекологов и неонатологов. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях – главная тема встречи. На одной площадке собрались ингушские врачи и ростовские специалисты. Какие методы лечения были озвучены на конференции, расскажет Светлана Томова. Вопросы детской онкологии, КТГ-диагностика, неразвивающаяся беременность. Каждая тема лекции для врачей, акушеров, гинекологов связана с жизненными случаями. Именно в этой сфере, считают специалисты из Ростова, врачи должны знать все и обо всем. Основные моменты лекции были посвящены тому, что необходимо и болезненно, скажем так, воспринимают врачи общей практики, врачи, практикующие, скажем так, ежедневно используют этот метод исследования в работе своей. Да, это те вопросы, которые их всегда беспокоили, и как трактовать показатели кардиотокограммы, что предпринимать в том или ином случае, какие будут исходы беременности, исходы родов, и как мы можем интерпретировать показатель кардиотокограммы и оценивать исходы беременности, и в последующем это использовать в ежедневной практике. Владимир Мажугин для ингушских коллег подготовил целый цикл лекций. Темы самые разные, от неразвивающейся беременности, заканчивая онкофертильностью. По словам специалиста, практически 30% населения земного шара становятся бесплодными. Остальные 70% под влиянием внешней среды и многих других факторов теряют эмбрионы на разных сроках развития плода. Потому делиться такими знаниями между собой крайне необходимо. Это жизненно необходимо. Почему? Потому что когда врач или группа врачей, извините за выражение, варятся в собственном соку, то есть без внешних каких-то контактов, то эволюция медицины останавливается в данном лечебном учреждении. Соответственно, нужно выезжать, нужно, чтобы приезжали более опытные доктора. Соответственно, медицина идет вперед. Ну и плюс, мы же все единое сообщество, мы должны друг с другом работать и друг другу помогать. Марет Шадыжева почти полвека своей жизни посвятила выбранной профессии – гинекологии. Такие семинары и конференции для нее в первую очередь возможность повысить свой профессионализм и уровень знаний. Сегодня она консультирует молодых врачей в этой непростой и жизненно важной профессии. Ничего не стоит на месте, особенно медицины. Постоянно новые какие-то исследования проводятся, новые технологии применяются. Для этого такие конференции очень нужны, потому что не каждый может бросить семью, поехать на специализацию. А это надо учение, если ты работаешь в медицине, оно бывает постоянным, потому что не бывает ни одного дня. Проработав 49 лет в здравоохранении, постоянно приходится читать, изучать и интересоваться тем, чем нужно. Поэтому такие мы приветствуем всегда. Лично я приветствую такие именно совещания, собрания и такие форумы. Профессионализм ингушских врачей коллеги из Ростова высоко оценили, но при этом считают, что каждый специалист не имеет права ограничиваться в приобретенных знаниях и опыте. Врачи работают. Я считаю, что перспективы у центра очень большие. У вас достаточно объем работы выполняемый, и то, насколько развернут ваш перинатальный центр, внушает, да, определенные моменты и доверие к врачам. С тем контингентом врачей, которым мы сегодня имели честь побеседовать, я только позитивное, скажем так, осталось впечатление, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ними, и мы готовы оказывать любую посильную помощь, насколько это будет необходимо. Темы лекций специалисты готовили специально с учетом актуальности вопросов для региональных врачей. Они являются кураторами Ингушского перинатального центра, соответственно, в курсе всех проблем. Также врачи из Ростова решили не ограничиваться одними лекциями. Они озвучили еще ряд интересных предложений. Мы, естественно, привезли ряд предложений, в том числе по обучению в аттестационно-симуляционном центре, который имеется у нас на базе нашего института акушерства и педиатрии, с предложениями обучения специалистов. Там самая разнообразная тематика, это и акушерство, гинекология, это и вопросы реанимации новорожденных и так далее. Очень много. Там и эти циклы описаны и длительность их, и периодичность. И, в общем-то, мы готовы встречать
врачей из вашей республики и обучать их. Перинатальный центр – это стратегическое, основополагающее медицинское учреждение, которое играет важнейшую роль в здравоохранении в республике. Потому такие конференции в обучении наших специалистов, по мнению министра здравоохранения, в этом центре стали доброй традицией. Мы сегодня находимся на той стадии переломного какого-то развития, когда мы должны очень активно работать именно здесь, и мы должны поднять нашу службу родовспоможения на должный уровень, какой и должен быть в этом учреждении, 3-й уровень. И он должен соответствовать по всем позициям, по всем параметрам этому 3-му уровню. В Минздраве также уже наметили пути решения вопросов, которые актуальны в этой сфере. Достигнута предварительная договоренность с научно-исследовательским институтом Ростовской области, специалисты которого будут приезжать в регион, работать с нашими врачами и развивать новые направления. Также в планах подписать договор о взаимном сотрудничестве по обучению ингушских специалистов. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24. В регионе начался прием заявок на участие в международном кинофестивале «Золотая башня». Он пройдет в Ингушетии в 6-й раз в конце октября. Заявки от участников из Северного Кавказа принимает Минкультуры Ингушетии. От зарубежных участников и крупных кинокомпаний страны – Московский кинофонд. Традиционно фильмы, участвующие в фестивале, будут представлены в 2 жанрах – это игровое и документальное кино. Напомню, в прошлом году на конкурс 5-го кинофестиваля было заявлено более 40 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья и многих регионов России. Ингушетия тогда представила 10 кинолент. Традиционно гостями кинофестиваля становятся известные кинозвезды, заслуженные артисты, российские деятели театра и кино. Проживание под высоковольтной линией электропередачи, хорошее напряжение в доме или же риск для жизни и здоровья. Во всяком случае, у сотрудников МРСК на этот счет мнение исчерпывающее. В Назране и селении Нижние Очелуки прошли рейдовые мероприятия по выявлению нарушений охранных зон линий электропередач. О результатах проверки сюжет нашего корреспондента. 110 тысяч вольт прямо над головой. Но жизнь под высоким напряжением и риск пострадать явно пугает не всех. Через село тянется линия электростанции, которая снабжает энергией весь Малгобекский район. Частные дома на улице Степной построены прямо под высоковольтной линией. Такие нарушения в ходе очередного рейда фиксируют специалисты Ингушэнерго. Это зона повышенной опасности. Хотелось бы предупредить людей, что не стоит им самим даже строиться. Вот они, закрывая глаза на все, строятся вот этими высоковольтными линиями, не знаю, на что они рассчитывают и для чего они это делают, когда есть свободная такая же другая территория. Это самозахват, можно сделать там дальше самозахват. То есть, в принципе, непонятно, почему люди идут прямо под этими линиями сами. Такие рейды проводятся в селе далеко не в первый раз. И, как отмечают специалисты, нарушений выявлено немало. По каждому из них энергетики направляют жалобы в разные инстанции, а по решению прокуратуры объекты могут снести. У нас в этом плане возможности небольшие, поэтому мы будем обращаться в органы власти, местной власти и обращаться в руководство республики для того, чтобы, наверное, здесь надо какую-то комплексную работу провести нам всем, и включая энергетикам. Надо создать какую-то рабочую группу, которая вот начнет этим заниматься и доведет это, наконец, до конца. Эта линия проложена еще в 1957 году, еще задолго до возведения здесь частных домов. Охранная зона запрещает возведение каких-либо объектов в радиусе 20 метров, но тем не менее их тут с каждым годом все больше. В местной администрации объясняют, дома построены посредством самозахвата земель жителями. Объяснить, линия 110 тысяч линия около дары сейчас опасен, что опасно, линия ремонт до 105, вот так и уже метрики, даже вплоть до того судебного суду решение есть соуч, инвалид решение отменить, снести решение, дока молочно предупреждение, уведомление заявляю о том, что стеnuаш задах сейчас 110 тысяч опасно для жизни, предупредить Аллах. Рейдовые
проверки охранных зон ЛЭП комиссия проводит по всей республике. И без нарушений практически нигде не обходится. Назрань, по словам специалистов, рекордсмен по этому показателю. Я думаю, никакие действия там не помогут. Возможно, с властями будем как-то решать вопрос о выводе этих высоковольтных линий за пределы города Назрань. Это работы не из дешевых. В Назрани в списке объектов, построенных вблизи высоковольтной линии, и это здание на пересечении улиц Чахкиева и Базоркина, рядом с рынком «Фабрика». Суд принял решение его снести. В данном случае это линия 110 тысяч вольт, которая питает подстанцию Назрань. Соответственно, с подстанции Назрань у нас идет потребление потребителей всего города Назрань и ближайших районов. Поэтому данная линия идет на подстанцию Назрань, поэтому у нас нашими специалистами было выявлено нарушение охранной зоны, что нарушает законы все и правила ПУЭ, ПТ, правил техники эксплуатации и электроустановок. Нами были выписан акт данному человеку, который вел непосредственно это строительство. И были направлены соответствующие документы, это были направлены в прокуратуру, Ростехнадзор, МВД, ну и в администрацию, после чего была создана комиссия, и прокуратура провела проверку, на основании чего выписала предписание, и, насколько я знаю, был судебный процесс, который предписал снести данное сооружение. Несчастных случаев в результате нарушения охранных зон ЛЭП немало. Как яркий пример, год назад на строящемся объекте вблизи высоковольтной линии в той же Назрани по улице Чеченская от случайного касания 3 рабочих ударило током, и только одного медикам удалось спасти. Энергетики регулярно направляют предписания владельцам объектов и частных домов. Обращаются в вышестоящие инстанции. Но если нарушители не боятся за свою жизнь и здоровье, могут ли их пугать штрафные санкции? Муса Измайлов, Адам Далаков, Новости 24. 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроют в Ингушетии до конца года. Около 800 детей будут охвачены дополнительным образованием по таким направлениям, как технология, информатика и ОБЖ. Изменится содержательная сторона предметной области технология. В нее будут введены новые образовательные компетенции – 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в республике до 2021 года планируется строительство 15 объектов образования, а до 2024 года планирует создать 102 центра образования цифрового и гуманитарного профилей. 100 ингушских школьников сегодня стали частью всероссийского военно-патриотического движения, присягнули на верность Отечеству и поклялись верой и правдой служить России, а также следовать традициям доблести и отваги, быть патриотами и достойными гражданами. Торжественная церемония посвящения школьников в юноармейцы состоялась на площади Алания в Магасе в присутствии почетных гостей. Подробности в репортаже Микаила Тангиева. Соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем. Клянусь! Клянусь! Мужество, честь, доблесть и отвага – вот те главные принципы, на которых основано и уверенно движется вперед военно-патриотическое движение «Юнармия». Любить свою родину и быть готовым в любую секунду стать на ее защиту. Именно этому учат молодых ребят, решивших однажды вступить в ряды юноармейцев. Этим школьникам всего по 12-13 лет, но они уже хорошо понимают, насколько это важный и ответственный шаг в их жизни. Я пришел сюда ради того, чтобы защищать свою родину в будущем. Мы молодое поколение, и нам надо, когда мы уже вырастем, нам это понадобится. Юноармейцы – это все равно, что быть кадетом, только ты не ночуешь в здании. Ты школьник, но ты и юноармеец. Что для тебя быть в рядах юнармии? Именно почему ты сюда пришла? Может, тебе форма понравилась или же что-то еще? Расскажи. Патриотизм. С напутственными словами к школьникам обратились почетные гости торжественного мероприятия. Ребятам напоминают, наши предки поколение за поколением защищали свою родину, приумножали ее славу и величие, чтобы передать это все нынешнему поколению. И юноармейцы должны стать достойными продолжателями их заслуг. Вы сегодня юные патриоты нашего государства. И я желаю вам, чтобы этот первый шаг был действительно только первым в вашем успешном пути жизненном, и чтобы вы достигли своих целей в жизни, благородных,
совершенно определенных во имя интересов нашего народа и нашего государства. В ряды юной армии желающих становится больше. И, конечно, со своей стороны буду всячески поддерживать вас, оказывать помощь, какие-то напутственные слова говорить. Юноармейское движение в России было создано в октябре 2015-го по инициативе Минобороны России и поддержано президентом страны Владимиром Путиным. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в ряды юнармии для каждого из этих ребят – это сделать шаг в светлое будущее своего народа. Воспитание стойкого характера, профессиональных навыков и лидерских качеств – все это, по мнению руководства военно-патриотического движения, несомненно, поможет им добиться успеха в любых начинаниях. Я всегда говорю, они не обязательно должны быть военными. Прям даже уже вид сам, да, самосознание, как они себя ведут, как они себя чувствуют. У них уже понятие, у них руки дрожат, когда они этот значок принимают. Для них слово юнармия это что-то очень такое красивое, очень что-то торжественное. И вот хочется, чтобы так это и оставалось. В конце мероприятия ребятам вручили отличительные знаки юнармейцев с изображением степного орла. Сегодня более 100 школьников из 7 сельских поселений переступили новую ступень в своей жизни. И это только начало военного и патриотического будущего. Орлам, рожденным для побед, пора расправить крылья, оставить в небе яркий след, стать смелыми и сильными, чтобы всегда быть впереди, обнять страну всем сердцем, скорее взрослеть, быстрее расти в рядах юноармейцев. Михаил Тангиев, Атандалаков, Новости 24. На 20 с лишним процентов вырос объем введенного в строй жилья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики по СКФО. С начала года в республике построили 315 квартир. Стоимость строительных работ составила порядка 4,5 миллиардов рублей. Это на 36% больше, чем в январе-августе прошлого года. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 346 собственных квартир площадью 58,5 тысяч квадратных метров. На индивидуальных застройщиков приходится более 71% общего введенного жилья в регионе. В мемориальном комплексе жертвам репрессий в Насыркорте проходит цикл выставок с громким названием «Горные орлы». Он посвящен всадникам легендарной Кавказской туземной конной дивизии, которой в этом году исполнилось 105 лет. Каждый раз на выставке отражается судьба и военный путь выдающихся офицеров. С начала октября среди горных орлов появилась и целая экспозиция, посвященная Бексултану Бекмурзиеву. Ее посетил и сын мужественного всадника конной дивизии. Все подробности у Даны Плиевой. В Петербурге подвал Чачулыш делал, восстанавливаешь, после этого делал, в Москве делал, Дамна, Цич восстанавливаешь. Фотографии, наградные листы, послужные списки – все эти документы о своем отце 87-летний Камбулат Бексултанович собирал буквально по крупицам, долго исследуя архивы Москвы и Санкт-Петербурга. Собрать биографию одного из участников дикой дивизии Бексултана Бекмурзиева – редкая удача. Родился он в 1878 году в селении Базоркино Терской области. Забрали на фронт, вспоминает сын, в 1904 году, когда началась русско-японская война. За боевые заслуги он получает высшую награду – Георгиевский крест 4-й степени. А в сентябре 1914 года Бексултан Бекмурзиев был зачислен в Ингушский конный полк. После 4-го креста он получает 3-й крест за подвиг. После 3-го креста опять он получает 2-й крест. Этим самым уже у него 4 креста. После этого на фронте полк попал в окружение, и они потеряли связь. И генерал Летицкий, который командовал полком, он посылает 7, чтобы восстановить связь утраченную, чтобы вывести окружение от противника. Среди них был и Бексултан Бекмурзиев. Его военный путь отмечен множеством наград. Он является полным георгиевским кавалером. За бой 6 июля 2015 года
у деревни Колотрубки ему был вручен Георгиевский крест второй степени. Позже, 20 июля, будет приказ по второму кавалерийскому корпусу, согласно которому он награждался Георгиевским крестом первой степени. Дальше, уже 1 августа того же года, его наградили Георгиевским крестом за боевое отличие при взятии города Станислава еще в февральских боях. А в 2016 году уже ему предоставляют чин прапорщика. Таким образом, Бексултан Хазботович становится обладателем 5 Георгиевских крестов. Как рассказывает Камбулат, семья у них была большая. Кроме него у четы Бекмурзиевых росло еще 5 братьев и 2 сестры. Отца Камбулат потерял в 10-летнем возрасте, но он всегда живет в его сердце. Отец для него пример мужества и отваги. Я не помню, чтобы меня за эти годы, чтобы отец меня поругал. Он работал в Риданте директором школы. Потом в 1942 году сейчас называется Суржа, а тогда Эхкурт Уалуш, выше еще, директор лесопильного завода. Для войны в 1942 году, которая идет война, 1941 годы, он готовил для них, для танка, для всего оборудования. Прославленной Кавказской конной дивизии наравне с Бексултаном Бекмурзиевым служило более 300 ингушей. Наши лихие всадники наводили ужас на врагов, отважно сражаясь на фронтах Первой мировой войны. С разных аулов звали молодых горцев, умеющих владеть клинком, держаться в седле и стрелять без промаха. Кавказская туземная конная дивизия, вошедшая в историю как дикая, была сформирована летом 1914 года по указу царя Николая II. В нее вошли 6 полков – ингушский, чеченский, кабардинский, татарский, дагестанский и черкесский. Первый в нашей стране памятник, посвященный лихим и отважным всадникам, был открыт здесь, на мемориале памяти и славы, в 2012 году. В этом году Кавказской конной туземной дивизии исполнилось 105 лет. К памятной дате Музей мемориального комплекса жертвам репрессий каждый месяц проводит выставки, посвященные жизни и службе бравых офицеров, чьи имена навсегда вписаны в историю России. Интересно узнать в первую очередь историю про дикую дивизию. Есть люди, которые вообще не знают, что она есть, не знают, для чего поставлен памятник у нас во дворе. Поэтому рассказываем, показываем наглядно. Если смотреть, это же вообще интереснее будет и познавательнее. Поэтому мы стараемся более масштабнее и красочнее проводить эти выставки. Умер Бексултан Бекмурзиев в 1945 году в депортации. Его имя стоит в ряду тех, кем гордится ингушский народ, и заслуживает увековечивания на мемориале памяти и славы. Выставка в мемориальном комплексе продлится до 10 октября. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24. Сказочные знаменитые герои очутились в столице Ингушетии. В рамках больших гастролей для молодежи и детей регион посетил Самарский театр кукол. Гастроли проходят при поддержке федерального центра. Так, в Магасской гимназии Марем юные зрители сегодня увидели 2 спектакля «Маша и медведь» и «Литл Маус». В числе зрителей была и Тамара Хашагульгова. Высоко сижу, далеко гляжу. Кто не знает одну из самых известных русских народных сказок? Сегодня учащимся гимназии Марем спектакль поведает о том, как Машенька заблудилась в лесу и набрела на избу, в которой жил медведь. Именно с этого момента начинаются настоящие приключения Маши. Суровый хозяин лесной чащи не очень радушно встречает маленькую путешественницу. Еще бы, кому понравится застать в своей избушке незваную гостью. Залезла и зубы заговаривает. Да я тебя сейчас съем! Девочка и грозный хозяин познакомились и подружились. Очень самостоятельная Машенька помогла Михаилу Потаповичу прибраться в доме, напекла ему пирожков и даже сшила одежку. Но вот незадача. Маленькой девочке пора возвращаться домой, к бабушке и дедушке. Эта новость не сильно обрадовала медведя. Кому захочется отпускать такую хорошую помощницу? Маш, ты подумай, у бабушки дедушка есть? Вот, у дедушки бабушка есть? А у меня кто? Кто? Никого. Сирота я дед. Сказал и все. Никуда я тебя не отпущу. Амалию Евлоеву настолько впечатлили действия, происходящие на сцене, что малышка поверила в реальность происходящего. Сюжет довел ее аж до слез, но добрые актеры успокоили девочку. Я испугалась, что медведь злой. А потом ты поняла, что он хороший, да? Да. На радость всем присутствующим Михаил Потапович все-таки отпускает Машу к деду с бабкой, а она, в свою очередь, обещает навещать его как можно чаще. Ты в гости ко мне приходить будешь? Ты смотри, приходи.
Я ведь без тебя скучать стану. Дети обрадовались этому развитию сюжета. Сказка закончилась со счастливым концом. Я и раньше был на таких спектаклях, они мне очень нравятся, и я буду продолжать ходить. Понравился больше всего «Медведь», потому что он был большим и смешным. Сюжет, знакомый всем с раннего детства, актеры Самарского театра кукол ставят на сцене с 2007 года. Любимые герои. Задорная Машенька и Увалень-медведь вызывают всегда бурю эмоций у самых маленьких зрителей. А выездные спектакли неизменно собирают аншлаги. Все дело в их умелых руках. Артисты прячутся за ширмой, управляя и поддерживая куклы. Руки твои должны уметь очень многое, да, то есть ты должен очень многое уметь. И это сложности, но поскольку ты занимаешься любимым делом, тем делом, которому ты решил посвятить свою жизнь, то, в принципе, несмотря на все эти сложности, любая постановка, любая актерская работа, любая роль – это радость всегда. Так что мы счастливые люди, мы радуемся. Театр кукол давно уже не тростевые персонажи. Куклы все больше оживают и даже говорят от своего лица. К примеру, известный сладкоежка Михаил Потапович очень радуется своей поездке в Ингушетию. Он здесь впервые, и у него масса впечатлений от горного края. Очень счастлив оказаться в этой замечательной республике. Здесь так красиво. Я вот в лесу живу, а кругом горы, они такие большие. В общем, я прям в восторге. И теперь самое главное мне вот попасть и купить, и попробовать горный мед хочу. Такого еще не пробовал. Говорят, очень вкусный. Михаил Потапович и Машенька смогли приехать в нашу республику благодаря федеральной программе «Большие гастроли» для молодежи и детей. Она реализуется в стране с 2017 года. Благодаря ей Самарский театр кукол смог объездить множество городов России. Однако в нашу республику труппа приезжает впервые. Здесь коллег по сцене встретил ингушский ТЮЗ. В рамках этой программы осуществляется материальная помощь, которая способствует тому, что нам оплачивают дорогу, и мы можем поехать и выбрать любой регион нашей страны и поделиться с этим регионом своими спектаклями со зрителем, пообщаться в этом регионе, показать им свои спектакли. Поэтому мы воспользовались такой замечательной возможностью, чтобы приехать к вам в Ингушетию. Наша дружба начинается более 10 лет, продолжается с Самарским театром кукол. Они как бы нам дали вот такую дорогу в жизнь для нашего театра, поскольку мы впервые посетили первый международный фестиваль театров кукол. Это был фестиваль «Радуга», который проходил в Самаре, где мы впервые вышли вот из республики и начали свои работы показывать по, скажем, по всей стране. Этой сказке на этой сцене приходит конец. Кто слушал, конечно, молодец. Но Самарский театр кукол обещает приехать своим маленьким зрителям уже с новыми сказками и с другими спектаклями. Тамара Хашагулькова, Асхат Киев, Новости 24. 2 золотых и 1 серебряную награду завоевал ингушский спортсмен Ахмед Амхадов на чемпионате России по стритлифтингу и его отдельным движениям по версии ICF, а также получил путевку на чемпионат мира. В дивизионе мультилифт Амхадов стал первым в подтягивании на перекладине и в отжиманиях на брусьях с гирей 24 килограмма и 48 килограммов соответственно. Ему также удалось занять 2-е место в силовом двоеборье. Выступал ингушский атлет в весовой категории 75 килограммов. Напомню, что стритлифтинг – это соревновательная дисциплина, представляющая собой гибрид воркаута и пауэрлифтинга в уличных условиях. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.